Урок 49. Мукагали Макатаев. Ты научишься слушать, читать и понимать текст, определять основные части, подбирать предложения к картинкам, использовать слова, которые обозначают количество предметов. Упражнение 1. Прочитай текст. Какой наказ отец дал сыну? Выполнил ли его Мукагали? Мәтінді оқы, әкесі баласына қандай өсиет қалдырды, оны баласы орындады ма? Мукагали Макатаев. Известный казахский поэт Мукагали Макатаев родился в красивом ауле Карасаз. Атақты қазақстандық ақын Мукагали Макатаев Карасаз деген әдемі ауылда дүниеге келген. Когда мальчику было 10 лет, его отец ушел на фронт. Бала 10 жасында болғанда әкесі майданға кетеді. Он оставил своему сыну наказ быть опорой бабушке, маме, младшим братьям и обязательно учиться. Майданға кетерде әкесі баласына өсиет қалдырады. Әжесіне, анасына, кіші бауырларына тірек бол деп, және міндетті түрде оқы деп. Эти слова отца Мукагали помнил всю жизнь. Бұл әкесінің сөздерін Мукагали өмір бойы есінде сақтады. Вместе с друзьями мальчик пахал землю, сеял, убирал урожай, косил траву, ухаживал за скотом. Бала өзінің жолдастарымен бірге егін екті, оны жинады, шөп шапты, мал бақты, көп еңбек етті. А потом бежал в школу. Сосын мектепке сабаққа жүгіретін. Родная земля помогла мальчику жить и учиться. Балаға өмір сүруге және оқуға туған жері көмектеседі. Когда Мукагали стал взрослым, он с любовью начал писать стихи о родниках и горах, реках и степях своей родины. Есейгенде Мукагали өзінің отаны туралы, таулар туралы, отанның табиғаты туралы өлеңдер жаза бастайды. Жаңа сөздер. Быть опорой – тірек болу. Пахал землю – жер жыртты. Сеял и убирал урожай, егін екті және жинады. Косил траву, шөп шапты. Какой наказ отец дал сыну? Отец дал наказ быть опорой бабушке, маме, младшим братьям и обязательно учиться. Выполнил ли его Мукагали? Да, выполнил. Назови основные части текста, озаглавь их. Прочитай выделенные слова, как они называются. Выделенные слова: помнил, пахал, сеял, убирал, косил, ухаживал, бежал. Эти слова отвечают на вопрос, что делал. Это слова действия. Они отвечают на вопрос, что делал. Упражнение 2. Подберите к каждой картинке предложения. Предложения даны на странице 113. Напишите в тетради. Первая картинка под буквой А. На вершины гор опустились белые облака. Вторая картинка Б. На цветущем жайлау резвились жеребята. Третья картинка В. На зеленых просторах паслись сайгаки. Упражнение 3. Послушай отрывок из стихотворения Мукагали Макатаева «Моя Родина». Рассмотри картинки. Назови, какое животное забыл нарисовать художник. QR-код арқылы Мукагали Макатаевтың «Менің отаным» деген тақпағын тыңда. Сосын суретті қара, қандай жануарды суретші салуға ұмытып кетті. Овраги, озера, родники, журавли, холмы, козочки, горы, хребты, возвышенности, архары, тетерева, сайгаки. Здесь на картинке мы видим журавля, козочку,
сайгака, тетерева. Значит, художник забыл нарисовать архара. И запоминаем новые слова. Журавли – тырналар, холмы – дөңдер, хребты – қырлар, возвышенности – биіктер, тетерева – құрлар. Почитайте новые слова, кого из этого списка нарисовал художник. Художник нарисовал журавлей и тетерева. Упражнение 4. Выберите правильный ответ. Посчитайте, сколько в стихотворении слов предметов. В стихотворении 12 слов. Овраги, озера, родники, журавли, холмы, козочки, горы, хребты, возвышенности, архары, тетерева, сайгаки. Все эти слова предметы. Они отвечают на вопросы кто, что. Значит, 12 слов. Посчитайте, сколько в стихотворении слов предметов, отвечающих на вопрос кто. Таких слов 5. Кто? Журавли. Кто? Козочки, архары, тетерева, сайгаки. Без сөз. Посчитайте, сколько в стихотворении слов предметов, отвечающих на вопрос что. 7 слов. Что? Овраги, озера, родники, холмы, горы, хребты, возвышенности. 7 слов, которые отвечают на вопрос что.